الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Продолжаем с вами толкование суры Аль-Кахф, пещера. И сегодня разговор будет о второй истории, второй притче, которую Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля приводит в этой суре. Каждая история, описанная в суре Аль-Кахф, она затрагивает одно из испытаний, с которыми сталкивается человек. И первая история о юношах, которые укрылись в пещере, была испытание веры, испытание религии. Сегодня же история касается испытания имуществом и богатством. Имуществом, благами этого мира и богатством. И как же верующему человеку следует поступать, когда он начинает склоняться в сторону этих мирских благ, начинает обольщаться всем этим. Об этом мы сегодня узнаем из суры Аль-Кахф, иншаллах. В 32-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадриб лахум матhalan раджулейни». Приведи им в пример историю двух мужчин. «Джа'альна ли ахадихима джаннатайни». Одному из них мы даровали два прекрасных сада. Два прекрасных сада. «Мин а'набин ва хафафнахума бинахлин». Эти сады были полны виноградников и окружены пальмовыми деревьями. Это сад, виноградный сад, и не только виноградный, он также еще по периметру окружен пальмовыми деревьями. «Ваджа'альна бейнахума зар'а». Один сад подобного образа и в другой сад, а между двумя садами бейнахума зар'а, между ними посевы. Между ними посевы. То есть у него есть сады, которые приносят ему ягоды, фрукты, и есть посевы, которые приносят ему земные блага. И эти два великих сада, прекрасных сада, Аллах Субхану ва Тааля дал этому мужчине. И более того, «Кильта аль-джаннатайни атат укулаха ва лам тазлим минху шай'a». Эти сады, оба этих сада, атат укулаха, приносили плоды. Ни один из них не бездействовал. Мы знаем, кто занимается выращиванием каких-то плодов, огородчеством. Мы знаем, что не всегда деревья, которые ты сажаешь, они приносят плоды. И иногда может прийти неурожайный год. Мало урожая может прийти. А эти сады, говорит Аллах Субхану ва Тааля, они атат укуляха, постоянно приносили плоды и пищу. «Валям тазлим минху шай'a», и не скрывалось из этой пищи ничего. То есть все деревья приносили плоды, и человек сполна пользовался всем этим. «Вафаджарна хилалахума нахара», а между садами, между деревьями мы проложили речку. Речку, воду которую он использовал, пресная вода, которой он пользовался для того, чтобы орошать и поливать свои сады. То есть это полноценный комплекс, где все блага Всевышний Аллах Субхану ва Тааля уже сразу подвел, все подготовил для него. Ему не надо вырывать колодец, скважину бурить или другими
какими-то методами пользоваться для улучшения своего урожая. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал ему такие два сада, создал там все условия, чтобы он лишь пользовался благами этих садов. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ну и как часто бывает, человек, когда получает такое богатство, такие блага, он начинает забываться. И тоже произошло с этим человеком. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. И были у него плоды, тут либо плоды, приносящие эти сады, либо же плоды сверх этого, то есть богатство еще помимо этого. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. У него были эти два сада, посевы, и помимо этого еще у него было богатство в достаточном количестве. И вот он однажды со своим другом, проходя мимо этих садов, пререкаясь с ним, споря со своим другом, говорит ему: «Ана акфару минка малан ва а'аззу нафара». Вообще-то у меня больше имущества, чем у тебя. И у меня больше людей, помощников, которые на меня работают, которые мне прислуживают. Это частая ситуация, да, бывает? Это частый спор возникает человека верующего, который призывает к религии, особенно человека, у которого есть какое-то положение, богатство. Очень часто они именно с этой стороны аргументируют. Ты кто вообще такой? Я богаче, у меня положение, у меня люди, у меня сила. И вот он то же самое говорит. То есть, видать, между двумя людьми пошел разговор о религии. И этот человек богатый, припираясь, говорит своему другу, который с ним завел этот разговор: у меня больше имущества, чем у тебя. И у меня больше людей, больше помощников, чем у тебя. И в таком положении он заходит в свой сад. И он зашел в свой сад, будучи несправедливым по отношению к самому себе. Почему же он был несправедлив к самому себе? Дальше мы это узнаем. Он сказал: «Ма азунну ан табида хазихи абада». Я не думаю, что все это богатство, сады, блага, они когда-либо исчезнут. Он это прямо вслух сказал. И это положение, состояние всех людей, которые обольщаются мирскими благами. Если даже это они не произносят, но они ведут себя так, их отношение к этому мирскому благу так, он не думает, то есть у него нет страха, что это когда-то исчезнет. Он не переживает за это. Он думает, что вот сегодня у него все есть, все эти блага, богатства. Он думает, оно всегда будет так продолжаться. А этот человек, он не просто так думает, он еще и даже на словах это говорит. Я не думаю, что это когда-то закончится. То есть настолько его вот эти блага, дары обольстили. Это мы знаем, это всегда так бывает. И мы это наблюдаем также. Порой человек, живя во благах, в дарах, он забывает, что это все не вечно, что имеет конец, что дунья, мирская блага, закончится. Однако человек забывает об этом, когда у него становится много мирских благ. И он говорит: я не думаю, что это когда-то исчезнет. Я думаю, что вечно буду пользоваться этими благами. И я не думаю, что час ас-са'ату — это одно из названий судного дня. Я не думаю, что час когда-либо настанет. Но если даже я после смерти буду воскрешен и вернусь к своему Господу, иля Рабби, я непременно обнаружу там еще лучше, еще более великие блага, уготованные для меня, говорит этот человек. Теперь мы понимаем, как он поступил несправедливо по отношению к себе. Он что сделал? Он подверг сомнению веру в судный день.
веру в воскрешение после смерти. И вот что подразумевается «Вахуа залимун ли нафсихи». Он вошел в свои сады, и он был несправедлив к себе, к своему нафсу, к своей душе, потому что он отверг воскрешение после смерти, которое является основополагающим столпом веры, имана. И это еще одно из заблуждений, в которое впадает человек, обладающий большим количеством богатства. Он думает, раз Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дал ему в этом мире, значит, Аллах его что? Любит, он думает. Этот человек также. Мне раз Всевышний Аллах в этом мире дал настолько великое богатство, значит, если даже я буду воскрешен, он не верит, он сомневается еще. Но если вдруг, говорит, все так, как ты говоришь, и действительно после смерти я воскресну и предстану перед Всевышним Аллахом, то он, несомненно, даст мне еще лучшее. Ведь в этом мире он дал, значит, в следующей жизни он тоже мне даст. Однако все обстоит не так, как мы знаем. Богатство, положение, величие человека в этом мире не свидетельствует о том, что Аллах любит этого человека. Как раз наоборот, порой Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля увеличивает богатство и одаряет благами неверующего грешника для того, чтобы он еще более сильно углубился в свои грехи, в свои пороки, в качестве наказания для него. И наоборот, человек, который не имеет многого, испытывает трудную жизнь, это не значит, что Аллах разгневан на него. Быть может, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не дает ему этого богатства, которое бы он, может, хотел, стремился бы, из-за любви к нему. Ведь Аллах знает, что, возможно, этот человек, будь у него этого богатства, он непременно сошел бы с истинного пути. Он непременно последовал бы своим страстям и порокам. И Аллах поэтому ему не дает. Поэтому внешнее благополучие, которое дается человеку в этом мире, это не является признаком любви Аллаха к этому человеку. И внешняя, наоборот, трудность, которую человек испытывает, это не является признаком ненависти Аллаха к человеку. Нет. И этот человек полагал таким образом. И что же ему ответил его друг? قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. И ему друг сказал: как ты можешь проявлять неверие к своему Господу, который сотворил тебя, халякака мин турабин, сотворил тебя из глины, thumma min nutfatin, thumma саввака раджуля, затем из капли, а затем сделал тебя мужчиной, придал тебе облик мужчины, зрелого человека. Заметьте, как назвал слова данного обладателя садов его друг. Он назвал данные слова неверием. Как ты можешь проявлять неверие, он сказал. А ведь его друг в открытую не заявил, что я не верю. Он сказал: я не думаю, что я воскресну. Но если вдруг даже я воскресну, это что? Сомнение. Так вот же, сомнение – это одно из видов неверия. Этот аят является тому доказательством. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля нам сказал, что верующие – это которые уверовали в Аллаха и Его посланника, «thumma lam yartabu», а затем не испытывали каких-либо сомнений. Вера, в ней не должно быть никаких сомнений. Однако, если у человека проявляются какие-либо сомнения, такие явные, открытые, как в этом примере, то это и является неверием. И, несомненно, если человек умрет в этом состоянии, то ни о каком лучшем благе, на которое он надеется, и речи не может быть в ахирате. И далее говорит: «Лакинна хуа Аллах Рабби ва ла ушрику би Рабби ахада». Здесь приходит слово «лакинна», которое соединено два. «Лакин ана» в
что в переводе означает «однако я». То есть, что касается меня, «Хуаллаху Рабби», то Аллах, Он мой Господь. «Валя ушрику би Рабби ахада». И я не предам своему Господу сотоварища. То есть этот человек только что бахвалился своим богатством, своим положением, своим величием, а этот человек говорит, у тебя все это есть, но знай же, что со мной Всевышний Аллах, ведь я в Него верую, и Он является моим Господом, Он является моим покровителем. И в руках Господа все в этом мире, как одарение тебя, так и можешь забрать все твои блага. И аргумент этого человека, конечно же, перекрывает аргумент того богатого человека, который хвалился своим имуществом и хвалился со своими помощниками из числа творений, из числа людей. А этот верующий говорит, все твои имущества, все твои помощники, они ничто, и никакую помощь, поддержку не окажут тебе перед повелением Господа миров, перед повелением Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Таким образом, он своим аргументом, что касается меня, у меня нет богатства, у меня нет людей, однако у меня есть Господь, Аллах, в которого я уверовал. Этот аргумент, который уже никак нельзя спорить. И далее говорит, «Валауля إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا». Однако, если бы ты, зайдя в свой сад, сказал «Маша Аллах», это то, что пожелал Аллах, «Ля куввата илля биллях», нет могущества, кроме как у Аллаха. Если бы, тут уже друг дает ему совет, наставление. Вместо того, чтобы бахвалиться, вместо того, чтобы хвастаться и обольщаться всем этим, тебе следует сказать «Маша Аллах». Это то, что пожелал Аллах. «Ля куввата илля биллях». И нет силы, кроме как у Аллаха. Ты должен, и вот это является, вот эти слова, ответом на вопрос, что делать человеку, которому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дал какое-то богатство и испытывает его этим богатством. Он должен всегда, как только в его сердце закрадется, скажем, обольщение этими благами, богатствами, которые у него есть, будь то имущество, да, может, его транспорт, его жилище, его семья, да и количество его внуков тоже. То есть все мирские блага, как только в сердце человека он чувствует, что он начинает этим обольщаться и тем самым превозносить себя, что это он достиг всего этого, он все это заполучил. Тут же следует говорить «Маша Аллах, ля куввата илля биллях». Это все, что у меня есть, все, что я в этом мире имею, все имущество, все богатство, все мое наследство, все мои внуки, дети, это все то, что пожелал Аллах. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Если Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, не пожелает, то все вместе взятые творения никак не смогут тебе в этом помочь. Однако, если Аллах пожелает тебе что-то, никто, все творения вместе не смогут этому воспротивиться. Как мы сказали, что сура Аль-Кахф, она содержит в себе 4 истории, каждая из которых рассказывает об одном из испытаний, с которым сталкивается человек в этом мире. Первое было испытание веры. Как пройти испытание веры? Это быть терпеливым вместе с другими верующими, не отходить от джамаата. Тогда ты будешь крепок на вере. Здесь приходит тема испытания имуществом, богатством, которому подвергается человек. Здесь как поступать? Всегда помнить, что это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля даровал. И все, что ты приобрел, это лишь потому, что Аллах тебе это позволил. Забери он у тебя зрение, достиг бы ты этого, заполучил бы ты этого. Если Всевышний Аллах забрал у тебя способность ходить, был бы ты прикован к постели, заработал бы ты это все. Лиши тебя Аллах Субханаху ва Тааля способности зачать детей.
бесплодии. Появились бы у тебя дети, появились бы у тебя внуки, ничего бы ты не смог сделать. Все происходит в этом мире лишь по воле Всевышнего Аллаха. Маша Аллаху, ла куввата илля биллях. И далее говорит: «Ин тарани ана акалля мин камаля ва валяда». Если ты посмотришь на меня, да, у меня меньше детей, чем у тебя, и меньше имущества, чем у тебя. И продолжая следующий аят: «Фа'аса рабби ай ю'тияни хайрам мин джаннатика ва юрсиля алейха хусбанам мин ас-самаи фатусбиха саидан заляка». Однако же, быть может, сегодня у меня меньше, быть может, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст мне лучшее, чем у тебя есть. Вот здесь вот дает два толкования, что это он подразумевает. Одно из толкований то, что его друг делает дуа за себя и против него. Ведь в дальшем говорится: быть может, Аллах даст мне лучшее, чем у тебя есть, и отправит на твои сады наказание с небес, и твои сады превратятся лишь в скользкие холмы, на которых ничего не растет. То есть его друг, одно из толкований, что в этот момент он как мазлум, как униженный за то, что только что этот человек его оскорбил, говоря: ты никто, ты нищен, ты беден. И тут он мазлум, он притесненный, и он делает дуа: пусть же Аллах дарует мне лучшее, чем у тебя есть, и заберет у тебя то, что ты имеешь. Или же говорится, он тут говорит о фактах, что непременно так будет, ведь я не предаю своему Господу сотоварища и уверовал в Него, а ты своими такими обольщениями мирскими знаешь, что это все ты потеряешь. Ведь ты не благодаришь Господа, который тебе все это даровал. И так оно и произошло. Далее мы об этом поговорим. Или же говорит: «Ау юсбиха ма'уха гауран, фалан тастати'а лаху талаба». Или он не спошлет наказание с небес, с неба, которое все у тебя сотрет, сады исчезнут, ничего не останется. Или же воды, которые протекают под твоими садами, они уйдут под землю, и ты не сможешь до них добраться. И далее что произошло? «Ва ухита битhamarihi». И плоды этого человека, их постигло вот это наказание. «Фаасбаха юкаллибу каффейхи». И он начал переворачивать своими ладонями. Где-то говорится в толкованиях, он начал хлопать от горя. Или же брать вот этот прах, который остался, и его переворачивать. Да, он в горе из-за того, что он все это потерял. «Аляма анфака фиха». Он начал переворачивать свои ладони и горевать из-за тех расходов, которые он потратил на эти свои сады. «Вахия хауятун аля арушиха». А ветви его виноградников спадают на трильяжи, говорится. Трильяж – это сеть или же нить, которую натягивает для чего? Чтобы потом дерево вырастало выше. Да? Вот кто винограды выращивает у нас сейчас в наших краях тоже выращивает, тоже оно есть. Трильяж называется. То есть это некая конструкция, сетка, может быть палка, по которой растение завивается и выше растет. И тем самым приносит больше плодов. И вот, говорит, он сидит, эти сады, которыми он вчера только любовался, и сегодня нет ничего. Все эти винограды, которые расцветали, которые давали ему плоды обильные, они сегодня свисают и никакой пользы ему не приносят. И он говорит: «Я лайтани лям ушрик би рабби ахада». О, если бы я не предавал своему Господу сотоварищей никого. Тут уже он сожалеет, тут уже он понял ошибку свою. «Валям такун лаху фиату янсурунаху мин дуни Аллахи ва ма кана мунтасира». И Аллах говорит, и не было у него людей, группы, которые бы ему помогла в этот момент. И он сам себе даже не мог никак помочь. А ведь до этого он хвастался. У меня, говорит, много имущества. У меня, говорит, а'аззу нафара, у меня больше людей, знакомых, друзей. И в этот момент, когда постигло наказание Всевышнего этого человека, Аллах у него забрал все, что у него было, у него нет ни одного помощника. Он сам себе даже никак не может помочь в этой ситуации. «Хуналика аль-валаяту лиллахи аль-хакка, хуа хайрун thawабан ва хайрун уқаба». И в таких ситуациях вся власть
и поддержка только от Аллаха Субхану ва Тааля. И Он дает лучшее вознаграждение, и у Него лучший исход, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Это была история, притча, которую Аллах Субхану ва Тааля привел. Касательно, действительно ли это событие было, имеется ли в виду какое-то определенное событие, которое произошло, либо же это ситуации, которые часто встречаются. Такие ситуации, такие разговоры, они очень частые. Даже, думаю, здесь сидящие или слушающие не раз сталкивались при разговоре со своими родственниками, когда пытаешься ему какое-то добро истину донести, с такими аргументами, я думаю, не раз сталкивались. И поэтому ученые, они выразили два мнения. Одни сказали, что это действительно событие, которое было, ведь остальные истории, которые в суре Аль-Кахф упоминаются, это события, которые действительно были, определенная какая-то история, случай какой-то был. Одни же сказали, что это общая история, как бы подразумеваемая, случай, который часто встречается в жизни. Однако, как бы там ни было, это является явным примером на то, что человеку всегда следует помнить, что все блага, все богатства, которыми он обладает, это лишь по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И ему нужно быть благодарным. Маша Аллах, ла хауля ва ла кувата илля биллях, мы говорим. И ни в коем случае не обольщаться, не превозносить себя, не говорить, это я смог. Аллах Всевышний дал, Он может за мгновение все это забрать. Или наоборот, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебя испытывает в нищете, в трудности, в бедности, а потом за твое терпение, за твое шукр, за твою благодарность, Он может тебя одарить еще лучшими благами. Что мы на этом закончим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху